السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Наступил месяц Рамадан, несущий с собой блага и дары от Всевышнего Аллаха Аль-Хак Джалля Джалялюху, которыми Он наполняет сердца искренне встречающих этот месяц. Велик удел человека, искренне встречающего Рамадан. Его тело получает свой удел из благ этого месяца, его нафс получает удел, его сердце получает удел, его душа рох получает удел, его сир получает свой удел. Человек получает свой удел из этого благословенного месяца. Также в нем есть уделы для тех, кто окружает его, и для того, что его окружает. Потребность тела в этом месяце связана с приучением его к усмирению своих желаний, а также с освобождением от привычек, с очищением от грязи, от слабости и пресыщения, чтобы это тело было готово к выстаиванию ночью в поклонении, а днем к посту, чтобы оно сумело вынести это. Нафс человека имеет свой удел в месяц Рамадан. И удел нафса – это великий удел. Он заключается в том, что нафс в этот месяц готов для воспитания путем очищения. Нафс, который играет нами на протяжении года, как это обычно бывает, порабощает нас своими желаниями. И очень часто мы бываем не способны освободиться от его власти над нами. И вот пришел месяц Рамадан, неся в себе преобразование для этого нафса, который заключается в покорении и очищении этого нафса. И настало время поста, который является воздержанием от истинной зари до захода солнца, от еды, питья и всего того, что нарушает пост. Еда и питье – это две основные причины в этом причинном мире для поддержания жизни, для продолжения жизни человека. Это то, что дает человеку энергию, с помощью которой он продолжает жить. И вот пришло время, когда нам велено оставить нечто, благодаря чему мы продолжаем жить, чтобы в этом было обращение к нафсу. О, нафс, ты смог оставить то, на чем основывается вся твоя жизнь. И как же ты можешь утверждать, что ты не способен отринуть то, от чего не зависит твоя жизнь? Более того, это привычки и обычаи твоего тела. Как ты можешь быть довольным тем, что в тебе укрепляется плохая, мерзкая привычка или обычай, которая становится преградой между тобой и возвышением, становится преградой между тобой и связью с Аллахом, и это является доводом в течение дня Рамадана против нафса? Далее к нам пришла сунна умеренности в разговении. И пусть ни один из нас не встречает время разговения, будто между ними и едой стоит хищник, который пытается забрать у него еду, но мы должны быть умеренными в еде, не проявляя чрезмерности, а потом направиться на ночную молитву и таравих. В течение дня постящийся отнял у нафса то, от чего зависит его существование, то есть еду и питье. Да, есть и другой аспект. Это связь между мужчиной и женщиной, инстинктивная связь, целью которой является продолжение человеческого рода. Еда и питье были причиной продолжения жизни, а на этой природной связи между мужем и женой основано продолжение всего человеческого рода. И человек оставляет ее ради Аллаха на протяжении дня. Когда приходит время таравиха, человек встает на молитву, но его нафс в этот момент сильнейшим образом склонен к лени. Я постился весь день, а в этом году Рамадан выпал на лето. В это жаркое время, длинный день и короткую ночь, я покушал, и, быть может, мой живот отяжелел из-за того, что немного перешел грань того, в чем нужна была умеренность. Я ощущаю тяжесть. Нафс стал склонен к отдохновению, и в этот момент ты подавляешь его, в тот самый миг, когда он страстно желает отдохнуть. Ты подавляешь его, чтобы предстать перед Аллахом, субхану ва тааля. Таким образом, день и ночь дают му'мину шанс схватить свой нафс за узду, и со временем ты приучаешь свой нафс к этому посту. И ты перестаешь чувствовать тяжесть поста. Нафс перестает ощущать тяжесть.
В этом для нас есть еще один урок, который человек должен внушить своему нафсу. И он заключается в том, что множество праведных, высоких дел кажутся нам вначале сложными, что выше наших сил начать совершать их. И также множество наших желаний из числа страстей, которые мы должны оставить, которые не являются благочестивыми, которые не идут нам, в которых нет пользы, но которые вредят нам. Мы воображаем, что мы не в состоянии отринуть их. И в этот момент мы обнаруживаем, что мы способны оставить и способны делать то, чего наш нафс не желает. Это урок, который пробуждает наши сердца. В месяц Рамадан есть дар для сердец. И он заключается в том, что с самого начала этого месяца звучит призыв к этим сердцам, дабы они освободились от завес. Что такое эти завесы? Завесы — это мрак, который окружает сердце, препятствуя наполнению сердца нуром проницательности. Он становится преградой между сердцем и возвышением в высотах ясного знания якина. Что это за мрак? Это упорство в совершении грехов. Без покаяния и возврата к Аллаху, без истихфара, без сожаления. Мрак, исходящий из того, что связано с ущемлением прав людей вокруг нас, из наших связей с людьми, которые строятся на злобе, ненависти, зависти, гордыне, лжи, неприятии. Все это тьма, покрывающая сердце. Приходит Рамадан с обращением к нашим сердцам, с призывом выйти за пределы этого мрака. Неисполнение обязанностей по отношению к людям, по отношению к другому человеку, соблюдение прав людей вокруг нас, право родителей на хорошее отношение к ним, право на любовь. Не просто механическое исполнение этих обязанностей, не просто выполнение их из страха перед адом или гневом Аллаха, но во исполнение их с любовью к тем, кого Аллах избрал причиной для нашего существования, выражая тем самым признательность. Это родственные связи, которые Аллах запретил нам обрывать. Это связь между нами и людьми, которые окружают нас, чтобы не было отчуждения между нами и другими людьми. Поэтому пришло в хадисе от пророка, алейхиссаляту вассалям, что Аллах известил нас о том, что Аллах смотрит в первую из ночей Рамадана. Это ночь, которая предшествует первому дню поста. Множество ученых называют ее Ляйлятун Назара, ночь взгляда, когда Аллах смотрит на своих рабов и прощает всех, кто не предает ему сотоварищей. Кроме 4 типов людей. Первое — пристрастному к алкоголю. Второе — непокорному своим родителям. Третий — обрывающему родственные связи. И четвертый — враждующему с мусульманином. Четвертое — и враждующему с мусульманином, тому, кто хранит в своем сердце злобу и ненависть, вражду и неприязнь, отчужденному от людей. Ведь основа — это связь, а не отчуждение, не борьба, не ненависть. Когда все, что упомянуто нами, венчает чтение Корана, во время которого человек немного размышляет с таким чувством в сердце, что, когда он читает аят Корана, то находится в состоянии, когда к нему обращается Аллах. Молящийся обращается к Аллаху. Читающий дуа обращается к Аллаху. Однако, когда человек читает Коран, это Аллах обращается к нему. Аллах говорит с ним, и сердце должно прочувствовать, что оно находится в священном моменте, когда оно подвергается лучам обращения Аллаха Азза ва Джалля. Тот, чье подобное состояние является для него привычным, не бывает занят количеством. Да, человек читает в день минимум 1 джуз. Быть может, пытается увеличить, но он не должен быть занятым количеством во вред смыслу. Нужно увидеть, что он пытается прочитать быстрее. Ты видишь, что он переворачивает страницу, другую, с мыслью: «Ага, я достиг руба, 8-я часть джуза, вот и хизб, половина джуза, уже 3 руба, вот я и закончил». Нет, суть заключена не в этом. Человек должен читать Коран, ощущая величие слов Аллаха. Если человек находит в Коране какое-либо повеление, в котором он проявил слабость, этот человек порицает себя за это неповиновение и обращается к Аллаху с мольбой, прибегая к Нему, чтобы Аллах помог ему в совершении этого дела. Поистине, когда это понимание освещает сердце, исчезает та тьма, которая его окружала, рух человека становится готовым получить свой удел из месяца Рамадан. Рух — это возвышение любви в человеке, потому что он является тайной, связывающей человека с Аллахом в поклонении и создании. «И вдохну в него от моего духа, о человек, в тебе есть тайна божественного вдохновения». Поэтому рух человека страстно стремится к высшему миру. И нет препятствий между духом человека и возвышением в любви и близости с Аллахом, кроме того, что было упомянуто о тьме и мраке, покрывающих сердце человека, того порабощения человека своим же нафсом. И когда человек освобождается от рабства своего нафса, упомянутым нами путем, сердце человека наполняется светом и уходит тьма. Рух человека начинает свое движение к высшему миру.
Человек способен в этот месяц своим телом находиться среди людей, но душа этого человека будет связана с высшим миром. Ночь за ночью человек ускользает от огня. Он возвышается посредством своего милосердия, прощения, возвышается ночью Аль-Кадр, и эта ночь Руха возвышается созерцанием света этой ночи вместе с савабом этой ночи. И таким образом, плодом, результатом Рамадана является возможность Руха испробовать истину любви Аллаха. И ее укрывает нур любви Аллаха к ней. И таким образом он переходит к уделу сирра в месяц Рамадан. Сирр — это сама суть басирата, или суть той упомянутой нами проницательности сердца, когда человек освобождается от завес мрака, от слабостей нафса, когда душа сбрасывает оковы и наполняется нуром. Этот нур озаряет сирр. Тогда человек начинает чувствовать, видеть своим сердцем то, чего не видят те, кто упускает подобные понятия. Но разговор об этом может продолжаться долго. В преддверии Рамадана нам осталось еще раз проверить наши связи с теми, кто нас окружает, наши обязанности по отношению к ним, обязанности родителей по отношению к своим детям, детей по отношению к своим родителям, братьев к братьям, друзей к друзьям, соседей к своим соседям. Человек должен следить за отношениями со своими соседями, обмениваясь с ними едой, не испытывая при этом душевного стеснения. Более богатый из них должен навещать более бедного и заботиться о нем. Он держал пост, испытывая при этом голод и жажду. Это напоминало ему о бедняке, который не находит ни еды, ни питья. И дело не заканчивается на чеке, который человек подписывает и дарит. Конечно, жертвуй той суммой, которую ты можешь себе позволить, однако старайся, чтобы часть из этого пожертвования попала в руки бедняка лично из твоих рук. И в этот миг пусть рядом будет твой сын, чтобы сердце ребенка почувствовало милосердие, чтобы оно облагородилось этим смыслом милосердия, чтобы сын привык протягивать свою руку бедняку с адабом, со скромностью, с чувством того, что бедняк делает нам одолжение, принимая нашу садаку, потому что мы преподносим ему нечто, принадлежащее мирскому, а то, что мы получаем от этой милости, это дар Аллаха в ахирате. Тогда кто из нас выигрывает? Получается, это Он делает нам одолжение. Также к поддерживанию взаимосвязи между людьми относится внимание к состоянию этой уммы, стремление к сближению сердец, стремление к возвышению через любовь, стремление к поддержанию истины, стремление к противостоянию несправедливости, размышление о будущем, стремление освободиться от оков эгоизма, связанного с личностью человека, осмысленное внимание ко всему, что окружает эту личность. Если ты совершил суджуд, то помолись за себя, за своих близких, друзей и соседей. И проси Аллаха за всю умму. Вспомни о своих рабах, вспомни о своих братьях по иману и исламу в разных странах, оставшихся без поддержки. Обратись к Аллаху с мольбой об избавлении их от зла. Жертвуй сколько можешь на этом пути. Также вспомни своих братьев в человеке, ведь совершение добра не ограничивается теми, кто является частью твоего дина. Более того, оно не ограничивается человеком вообще. Ихсан — это качество, которое должно укрепиться в наших сердцах, прежде чем мы выйдем из Рамадана. Нужно озаботиться тем, чтобы возвыситься в Рамадан, чтобы почувствовать нашу связь со всем сущим, окружающим нас. Ифтар связан с оборотом земли. Твой ифтар начинается вместе с закатом. Ты связан с миром, который окружает тебя. Это связь и с неорганическим мирским, и с животными, и с растениями, а не только с человеком. Не говоря уже о том, если ты сократил ее до своего окружения из родственников или тех, кто соответствует твоему масхабу или дину. Нет, эта связь обширнее этого. Ведь ты в своем посте бываешь связан с оборотом земли вокруг своей оси. На рассвете ты связан с ней. Оставляя еду с восходом солнца, ты ощущаешь связь с зарей, за которой следует восход солнца. Ты приближаешься к восходу нура, свету саваба, нуру защищенности и мира в этом бытие. А когда солнце заходит, ты приближаешься к тому, чтобы вместе с ним и мрак зла, притеснение и испытаний также скрылись за горизонтом. Ты связан со Вселенной своим постом. Когда ты хочешь совершить разговение, ты нуждаешься в растениях и животных. Ведь и растения, и животные — это милость Аллаха, которую Он на тебя изливает. Так налаживается эта связь, которая учит тебя после всего этого. Когда ты идешь рядом с растениями, ты следишь за тем, чтобы их не загрязняли нечистотами. Следишь за их сохранностью, потому что между тобой и ними есть связь, которая может сподвигнуть тебя. Когда ты встречаешь животное, стараться быть с ним мягким и милостивым, ведь поистине, ведь в каждом обладающем влажной печенью есть награда. Хадис.
То есть в каждом живом существе скрыто вознаграждение. Эти понятия, связанные с телом, нафсом, сердцем, рухом и сирром, а также с теми, кто окружает нас, из числа людей, животных, растений и неорганических веществ, все это направлено на то, чтобы завершить Рамадан, а ты уже перешел на другой уровень. Не наступает ночь Ида, чтобы твой подарок не ожидал тебя. Сказано, что признак принятия Рамадана, когда состояние му'мина после Рамадана лучше, чем до. Как все это достигается? Не волшебной палочкой, не нажатием на кнопку. Конечно, Аллах над всякой вещью мощен. Он может вмиг изменить состояние своего раба. Однако Аллах вменил нам следование причинам, асбаб, чтобы в течение 30 дней, в течение месяца, человек поднимался по ступеням возвышения в этих высотах, дабы не дать закончиться месяцу, кроме как будучи готовым к еще более великому возвышению, чтобы оно было больше того, что было до этого месяца. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا قيام ليله وحسن صيام نهاره، واجعلنا من أهل الرحمة ومن أهل المغفرة ومن أهل العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وإخوتنا وأحبابنا والمسلمين من النار. اللهم وبلغنا ليلة القدر وأشهدنا أنوارها ووفر حظنا منها. اللهم إنا نسألك في كل ليلة تعتق فيها رقابا من النار أن تعتق رقابنا من نار جهنم، وأن تعتق رقابنا من نار المعاصي والذنوب، وأن تعتق رقابنا من عبودية النفوس، وأن تعتق رقابنا من التعلق بالخلق على نحو يحول بيننا وبين الخالق، وأن تعتق رقابنا من احتباسنا على حب المنزلة في قلوب الناس، أن تعتق رقابنا من تعلقنا بالشهرة والمكانة والظهور، فإنها حجب تحول بين القلب وبين أنوار معرفتك. اللهم اعتق رقابنا من كل ما يحول بيننا وبين كمال المحبة لك والمحبوبية لديك. اللهم واجعل لنا في كل ليلة تفيض فيها على عبادك المحبوبين نصيبا وافرا. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عطاء ونورا وتجليا وذوقا ومحبوبية تفيضها على قلوب صدقت بالإقبال عليك، وتبهرج بها أرواحا تعرج في معارج محبتك، وتزكي فيها أنفسا فترقيها إلى أعلى مراتب الطمأنينة. وإنا يا سيدي عبادك وإماؤك وأبناء إمائك وعبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن توفر حظنا من ليلة النظر في أول رمضان، وأن توفر حظنا في كل نفس من أنفاسنا وفي كل خطرة من خطرات قلوبنا من فيض جودك وإحسانك في تلك اللحظة يا حي يا قيوم. اللهم واجعل في هذا الشهر فرجا لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أقبل على مقبلهم بما أمل، وعلى معرضهم بواسع الجود والكرم. اللهم اغفر لمذنبهم وتب على عاصيهم، وأقبل بمدبرهم، ووفق مخذولهم، وزد الموفق منهم توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانظر إلى سائر عبادك من سائر مللهم وأصنافهم وعناصرهم وشؤونهم، املأ قلوبهم بالنور وأقبل بقلوبهم على النور. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وبارك في المعتمرين وزوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، ولا تحرمنا الورود على تلك البقاع الطاهرة يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم فأيقظ الأمة من غفلتها. اللهم احفظ إخوتنا في فلسطين، ثبتهم على الحق. اللهم وفق المرابطين في بيت المقدس، وأعنهم وأغنهم من فضلك، وكن لهم وليا وبهم حفيا. اللهم انصرهم على من يعاديهم وعلى من يؤذيهم، والهم الأمة القيام بحقهم، واجمع شمل إخوتنا في فلسطين، وحد صفوفهم، وأزل عنهم نزغة الشيطان وسلطان الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
وإنا نستغيثك لعبادك في بلاد الشام. اللهم ارحمهم برحمة تليق بجودك وكرمك. اصرف عنهم من الأذى ومن البلاء ومن تسلط الأعداء ما أنت له أهل، واجعل عاقبة أمرهم رشدا. اللهم إنهم قد نزل بهم من البلاء ما نزل، وعظم الأمر الذي بهم قد حل، وإنا يا مولانا نسترحمك لهم ونستغيثك لهم ونستعطفك عليهم. اللهم انظر إليهم نظرة تجعل عواقب الأمر رشدا، واجمع بين قلوبهم على الخير، وادفع عنهم شر ظلم الظالمين، وارفع عنهم أيدي الشرق والغرب يا رب العالمين. اللهم انظر إلى عبادك في مصر، واجعل شؤونهم إلى الخير، وادفع عنهم شر الأذى والغير، وجنبهم الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. انظر إلى عبادك في بلاد اليمن شماله وجنوبه، وانظر إلى عبادك يا مولانا في السودان وفي الصومال وفي أفغانستان. ارحم عبادك في تونس وفي ليبيا. اللهم ارحم عبادك في كل مكان. ارفع الظلم عن المظلومين وفرج عن المكروبين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل هذا الشهر شاهدا لنا بالحق، لا شاهدا علينا بتقصير منا. اللهم ألهمنا فيه من محابك ما نرقى به في معارج ودادك، حتى نكون من خواص من سطعت على قلوبهم أنوار إسعادك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد أطيب من صام ومن صلى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.